О необходимости устранения недостатков в некоторых недавно открытых объектах социального назначения глава Ингушетии Юнусбек Евкуров отметил на рабочей встрече с председателем правительства Ингушетии. Руслану Гагиеву, руководитель субъекта, поручил держать данный вопрос на личном контроле. В первую очередь нужно учитывать гарантийные обязательства подрядчиков, которые должны исправить существующие ошибки. Тем объектам, которые мы сейчас открыли, в том числе по школе на 1500 мест, те недостатки, которые там еще не устранены, составят плотный график устранения. И до 20 сентября эти недостатки, там они мелкие, если он в большинстве, но их устранить. Взять на личный контроль. Вице-премьер там должен все докладывать там ежедневно. И составить график таким образом, чтобы каждый день был доклад, что устранено, что не устранено. Понятно, да? Примите это на контроле и не пропускайте эти вещи, запишите. Иначе получается, что объекты открыли, все уходят оттуда, и подрядчики тоже уходят. В том, что там есть гарантия. Еще раз, договор пускай посмотрят, и в течение 5 лет подрядчик должен сопровождать этот объект там, где по его вине что-то произойдет. Гарантийное обязательство. На это обратить внимание. Мы же говорили, мы запускаем объекты, сейчас так же, как мы про школу сказали, но какая-то группа должна работать, выявлять, не сочувствовать директорам там, или главврачам, там, а именно выявлять минусы, для того, чтобы это все исправлять, не допускать впредь это все. У нас на каждом объекте одно и то же повторяется. Если бы вы грамотно отнеслись бы, составили план, там, заставили бы составить план, утвердили по плану работы, я думаю, что уже до открытия объекта уже не было бы этих недостатков. Сейчас получается одно и то же. Мы пока не владеем информацией, что у нас в перинатальном центре. Спрашиваешь, все нормально. Да не может там быть все нормально. Просто в априори этого быть не может. Почему? Потому что это огромный корабль. Там должны быть недостатки. Если их нет, значит проверяющие не проверяют. Если там до сих пор не выявлена коррупционная схема, уложили там человека за деньги, там, или схема была-то, если это не выявляет, значит проверяющие неправильно работают. И мы оставляем людей один на один с вот этим произволом. Нельзя этого допускать. То же самое там школа, то же самое там во всех направлениях. Поэтому возьмите на контроль. Далее премьер-министр доложил о причине изъятия учебного пособия по истории Ингушетии. Основная, по его словам, заключается в выявлении множества повторений и ошибок как орфографических, так и стилистических. 2 месяца назад мы начали соответствующую проверку. Значит, мы выявили здесь ряд орфографических, в том числе повторений, страниц повторений тем, вообще во многих этих учебных пособиях. Поэтому здесь было принято решение о том, чтобы дать команду сейчас пока изъять эти учебные пособия. Значит, все, потому что все у нас вызвали, значит, нарекания в адрес издательства вообще. То есть ошибки были допущены издательством самим. Вообще, вот в частности хотел бы для вас, значит, проинформировать. Вот возьмем, к примеру, учебное пособие 5 класса. Значит, 7-я страница у нас, 8-я страница заканчивается, автоматически начинается 17, 18, 19, 21, 20, 23, 24 и повторяется опять же, опять 17, 18, все 5 страниц повторяются. То есть все 5 тем повторяются вот в этом учебном пособии. Такая картина сложилась и с другими учебными пособиями, с другими этими классами тоже. Почему та группа, редколлегия там, или же замминистра образования, кто конкретно за эту учебную литературу отвечал? Почему они до того, как делать тираж, не были на месте там для тиражей? Почему не видели? Почему не смотрели? Совершенно справедливо. Да, вот эти цифры я тоже сам обратил внимание, конечно, вынуждены изымать там и еще там на какой-то период откладывать там историю изучения вот этого учебных пособий. Но здесь мне опять же не нравится ряд вопросов. Это история нашего народа. Здесь я не вижу, вот я себя представляю там молодым парнем там, или там ребенком там, 5 класса, вот я здесь не вижу какого-то такого ярко выраженного там героя нашего этноса, там, нашего там какого-то такого Ингушетии того периода, средневекового, если мы говорим про нашу историю. Это одно. Я смотрел там предыдущий, дальше уже там, по началу Великой Отечественной войны, там, как участвовать, никакого ярко выраженного
и количество героев Советского Союза. Я смотрел там тоже историю Асканова, никакого выделения, что этот человек стал первым героем Российской Федерации. Мы же своих детей учим. И как мы им в голову вложим, так они и будут гордиться. Поэтому, конечно, здесь очень слабо Министерство образования подошло к формированию этого пособия учебного. И прописанные вещи там про походы имама Шамиля, там, про гражданскую войну. Нигде не проходит там, что Ингушетия была красная Ингушетия. Ярко выраженная это должно быть. Это наша история. Вот сейчас пересмотреть, провести самое тщательное расследование, пригласить с Москвы тех, кто за этим стоял, кто у нас стоял, проведите там совещание, назначить там ответственного человека, найдите там из среды там историков, других людей, найдите человека, кто там станет, просто будет красиво писать про нашу историю. Я вот это посмотрел, такое ощущение, что 90% наших заслуг закопали где-то и только 10% показывали. Это неправильно.